О самых заметных событиях вторника, 14 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии для вас работает Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о темах этого выпуска. Глава республики выступил перед народными депутатами с итогами деятельности исполнительных органов государственной власти за прошлый год. В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент по традиции вручил золотые медали Герой труда и госпремии. В числе награжденных дояры из Сунтарского района. С наступлением лета в местах массового скопления людей проводится обязательная акарицидная обработка от клещей. Уже есть первые пострадавшие от укусов. Команда якутских энтузиастов выпустила видеокурс для добровольцев, которые отправятся на тушение лесных пожаров. В Якутск начинают прибывать почетные гости и участники третьего международного конкурса «Хомусист. Виртуоз мира». На территории Якутии на утро сегодняшнего дня действует 30 пожаров. Из них 27 – это лесные пожары, 3 пожара зарегистрировано на землях иных категорий. Из 27 лесных пожаров 20 находятся в зоне контроля, 7 на обслуживаемой зоне. Общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 13 тысяч гектаров. В тушении возгораний задействовано 286 парашютистов-десантников, авиалесоохраны и 12 работников лесной охраны. Привлечено 4 единицы техники. Также в Якутии продолжаются работы по искусственному вызыванию осадков. Если самолет Ан-300М Росгидромета, привлеченный региональным правительством за счет госбюджета республики, задействован в снижении класса пожарной опасности и увлажнении почвы, то воздушное судно Ан-26 «Циклон» авиалесоохраны нацелено непосредственно на тушение лесных пожаров. Эти работы финансируются из федерального бюджета в рамках выполнения госзадания. Отметим, Ан-26 «Циклон» будет базироваться в Якутии до улучшения обстановки по лесным пожарам. За прошедшие сутки обнаружен один пожар ландшафтный на территории иных категорий на площади 6000 гектар и ликвидировано 7 лесных пожаров на площади 352 гектара. Планируется работа самолета-зондировщика с целью снижения класса пожарной опасности в Татинском, Чурапчинском, Мегино-Хангаласском, Алданском районах. Также зондировщиком ФБУ «Авиалесоохрана» планируется работа в Нерюнгринском районе для тушения лесных пожаров с помощью искусственного вызывания осадков. В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент страны по традиции вручил золотые медали Герой труда и госпремии. В числе награжденных дояр сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «Крестях», полный кавалер ордена Трудовой славы Владимир Африканович Михайлов из Якутии. Дояр-труженик радеет за то, чтобы в сельском хозяйстве работала и молодежь. Он предложил построить в родном Сунтарском улусе современный культурный центр в каменном варианте и механизированный животноводческий комплекс на 400 голов. Как признался нашей съемочной группе Владимир Африканович, лидер страны Владимир Путин и руководитель региона Айсен Николаев в личной беседе пообещали поддержать инициативу героя. Я сейчас чувствую гордость за своего супруга, за свою республику. Поздравляем с Днем России всех жителей Республики Саха-Якутия. Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет и счастья. На самом высоком уровне красота. По всей России там, сказать, 5 героев, из них только вот один наш человек Саха Африканович. Это у нас очень большое достоинство. И Илдархану Айсену Сергеевичу Николаеву, когда к нам приезжал, и вот Владимир Владимирович Путин, чтобы содействовали строительству. Африканцу 70 лет, почти 69 исполнится. Он хотя бы работал на высокосовременном механизированном автоматизированном животноводческом комплексе. Между тем, в аэропорту Якутска уже встретили Владимира Михайлова. Сегодня он со своей семьей прилетел из Москвы в Якутск. В аэропорту его со всеми почестями встретили министр сельского хозяйства региона Александр Атласов, а также делегация Сунтарского улуса. Примечательно, что Михайлов в 2013 году уже получал награду из рук президента страны. Тогда его наградили орденом почета. В последние годы стараниями Владимира Африкановича с одной коровы надой составляет 4,5 тонны молока. Действительно, надо дать должное. Человек под 70 лет, и до сегодняшнего дня он работает доером.
в нашем сельскохозяйственно-потребительском кооперативе «Крестях». Сегодня будет установка СРГ, посвященная столетию СССР, столетию Мессельхоза и, конечно же, нашему герою труда Владимиру Африкановичу. В 2 часа у нас будет посвящена этому дню. Завтра у нас мероприятие СЭХ, юбилейный СЭХ, посвященный столетию Мессельхоза, столетию СССР и, конечно же, нашему герою труда Владимиру Африкановичу. Поэтому мы сегодня знаем, что Владимир Африканович, начиная с детства, он работает в сельском хозяйстве. Сунтарский район сегодня торжествует, вся республика сегодня, вся сельское хозяйство сегодня торжествует, герой труда. Глава республики выступил перед народными депутатами с итогами деятельности исполнительных органов государственной власти за прошлый год. Выступление прошло в ходе 38-го пленарного заседания Госсобрания Илтумен и затронуло все основные направления политики региона, результаты реализации национальных проектов и строительства социальных и стратегических объектов. Кроме того, в своей речи Айсен Николаев обратил особое внимание на непростой период, с которым столкнулась наша страна, и подчеркнул, что республика всецело поддерживает обозначенные руководством страны меры помощи, предусмотренные для участников специальной операции и их семей. Особое внимание, коллеги, мы также должны уделить поддержке семей участников специальной военной операции. Указом президента России определены квоты по приему детей из этих семей на бюджетные места в вузах. Дети раненых и погибших смогут поступать без вступительных экзаменов. Безусловно, у нас в республике мы всецело поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи. Я прошу и правительство, и Государственное собрание Илтума подключиться к решению данных вопросов. Напомнил глава республики и об исключительной ответственности перед вызовами в условиях санкционного давления. Так Айсен Николаев отметил, что сегодня назрела необходимость в актуализации стратегии социально-экономического развития республики. При этом, по его словам, санкции против России напрямую затрагивают экономику региона, а значит влияют на уровень и качество жизни якутян. На объемы социальных программ будет влиять волатильность мировых рынков нефти, газа и угля, а также динамика инфляции. 28 марта правительством республики был принят план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Ключевые задачи – это поддержка занятости и доходов якутян, поддержка основных отраслей экономики, оперативное обеспечение продовольственной безопасности, досрочный завоз продуктов питания и товаров первой необходимости и лекарственное обеспечение. Благодаря своевременно и оперативно принятым решениям нам удалось не допустить дефицита товаров, необоснованного роста цен. И к другим темам. Военным контрактникам с 10-летним сроком службы хотят дать возможность получать бесплатно высшее образование. Такие поправки к законопроекту о статусе военнослужащих предложили в Минобороны. Согласно инициативе, военнослужащие по контракту с непрерывным сроком службы не менее 10 лет смогут получать среднее профессиональное и высшее образование в государственных учреждениях за счет бюджета. Ранее Госдума приняла закон, предоставляющий дополнительные жилищные гарантии военным контрактникам. Речь идет о предоставлении жилищных субсидий либо жилых помещений по избранному месту жительства военнослужащим, заключившим контракт о прохождении службы до 1 января 1998 года. Сплоченность и консолидация как никогда важны для развития патриотического духа у молодого поколения. Таким мнением поделилась председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту Общественной палаты республики, главный врач Якутского республиканского наркологического диспансера Альбина Сивцева. Начиная с малых лет в детских учреждениях надо регулярно проводить различные встречи, беседы и другие внеклассные мероприятия. А если к ним чаще будут присоединяться родители, то работа по нравственному духовному воспитанию будет еще эффективнее. Чувство патриотизма – это не просто слова, это действие. И на сегодняшний день я считаю, что все-таки те фильмы сегодня, которые нам показывают, та сегодня, когда идет информация, правдивая информация, когда у нас идет на телевидении, это все для нас необходимо, потому что люди должны знать правду. Патриотизм строится на открытости и на правдивости. И все-таки для того, чтобы наше поколение это понимает, а вот наши дети, все-таки я считаю, что здесь немножко надо пересмотреть программу образования, чтобы действительно там больше было патриотизма в обучении наших детей. Потому что, еще раз говорю, все-таки патриотизм строиться должен только на честности и открытости. С наступлением лета в местах массового скопления людей в Нерюнгри проводится обязательная акарицидная обработка от клещей. В этом году ситуацию осложнили погодные условия.
Обычно работы к концу мая заканчиваются, но в этот раз долго не сходил снежный покров. Стояла дождливая погода и поздно произведена очистка от зимнего мусора и сухостоя. Сейчас обработаны дворы во всех школах, детских садах, лагеря, парки и придомовые территории. Тем не менее, поступают жалобы на укусы клещей. Так, в Нерюнгри уже зарегистрировано 35 случаев. Это 19 взрослых и 16 детей. Причем выявляются клещи с положительными результатами лабораторных исследований на наличие заболеваний, которые передаются от насекомого к человеку. Это клещевой боррелиоз и энцефалит. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе введен иммуноглобулин в качестве специфической иммунопрофилактики и назначено лечение профилактическое антибиотиками для того, чтобы не допустить развития клещевого боррелиоза, бактериального заболевания. «Не дай огня». Под таким лозунгом команда якутских энтузиастов выпустила видеокурс для добровольцев, которые отправятся на тушение лесных пожаров. В команду авторов входит действующий сотрудник пожарной части. Курс состоит из 3 блоков. Он составлен на якутском и русском языках. Все подробности в сюжете далее. Это начало, откуда он начинается, тыльная сторона, он дальше продолжает распространяться. Ни для кого не секрет, что тема лесных пожаров в нашей республике особенно актуальна. Население нашего региона озабочено вопросом, как уберечь тайгу и здоровье людей. Добровольцы всегда оказывают большую помощь профессионалам при тушении лесных пожаров. Энтузиасты из команды «Не дай огня» выпустили видеокурс для добровольцев, который поможет обучить новичков азам лесного пожаротушения. Создание видеороликов с дальнейшей их реализацией по добровольческим объединениям, в которые приходят молодые люди, добровольцы, чтобы они за короткое время могли понять цель и задачу, которая будет перед ними ставиться при тушении лесных пожаров. Видеокурс включает в себя уроки по 3 основным темам. Этими азами должен овладеть каждый, кто отправится в лес на борьбу со стихией. Видеокурс у нас разделен на 3 блока, получается. Первый блок – это подготовка к противодействию пожарам по медицинской части и по части специализированной техники, которая применяется при тушении пожаров. И по итогам этих видеоуроков они еще должны будут пройти тестирование. Проходят тестирование онлайн, и там же по итогам набора определенного количества баллов они получают сертификат добровольца. Для удобства курс выпущен на русском языке и имеет якутские субтитры. Авторы считают, что он станет удобным кратким руководством для каждого добровольца. Уже к 17 сентября они планируют представить отчет о результатах своей работы. Мария Кардашевская, Владимир Павлов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня принял участие в торжественной установке первой сваи нового каменного здания для средней общеобразовательной школы имени Лонгинова в селе Бяськёль. Напомню, в прошлом году в ходе совещания президента России Владимира Путина по вопросам последствий природных пожаров глава Якутии Айсен Николаев попросил поддержки в части возведения социальных объектов в селе Бяськёль, в том числе школы, которая находится в старом деревянном здании 1982 года постройки. Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева и включил его в перечень поручений. Завершить строительство школы планируется до конца 2023 года. Школа будет полностью укомплектована мебелью и оснащена учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами и интерактивными досками. У нас очень радостное событие. Все так ждем этого строительства нового каменного, безопасного дома школы. Но, пользуясь случаем, мы очень благодарны нашему Ильдархану, правительству республики, администрации Горного Луса и страны Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку наших жителей, детей. Региональное управление Роспотребнадзора проводит мероприятия по отбору проб воды на городских водоемах. На сегодня взяты пробы по 17 водоемам. Предварительно на 3 из них обнаружена
кишечная палочка. Речь идет о так называемой «Стрелке», а также пляжах озер Хатын-Юрях и Сергелях. Напомним, ни один пляж на сегодняшний день официально не открыт, купание строжайше запрещено. Также по городскому пляжу на городской дамбе наблюдается понижение уровня воды. Положительное заключение по песку уже получено. Сейчас ждут результаты анализов по воде. 16 июня запустят пескопросеивательную технику для уборки пляжа. Таким образом, до конца недели муниципалитет ждет разрешения Роспотребнадзора. Открытие перекрестков проспекта Ленина с улицей Кирова и улицей Октябрьской для движения автотранспорта по временной схеме планируется до конца этой недели, сообщил директор главстроя Алексей Варламов во время общей городской планерки сегодня, 14 июня. Парк Мирного станет центром здорового образа жизни в городе. По инициативе народного актива здесь открыли спортивную площадку. На ее строительство «Алроса» выделила около 45 миллионов рублей. В любое время здесь можно играть в волейбол и баскетбол. Также доступны площадки для настольного тенниса и пляжного волейбола. Для игр есть съемные сетки, ворота и баскетбольные щиты. Установили и спортивные тренажеры как для детей, так и для взрослых. Компания также продолжит поддерживать все инициативы и проекты, направленные на благоустройство и создание комфортных и достойных алмазодобытчиков условий жизни в нашем городе. Между тем, в Ленске продолжают работать летние площадки при школах. Все 6 городских школ, учреждения дополнительного образования СРГ, школы Витима и Пелидой, а также некоторые сельские школы организовали на своей базе лагеря дневного пребывания. Открылись они с 6 июня. Сегодня самый разгар первой смены. В школу не учиться, а отдыхать. Это возможно во время летних каникул. Ученики второй начальной школы Ленска вот уже неделю посещают летнюю площадку при школе. Для отдыхающих организован досуг, масса мероприятий, экскурсий и квестов. И, конечно, питание трехразовое. Утро начинается с плотного завтрака, после чего отводится час на творческую деятельность. Различные поделки делаем, расписываем досточки, например, рисуем, проводим конкурсы рисунков, конкурсы поделок. Детям очень нравится. Каждый день у нас получается утро после завтрака. Это какое-то коллективное дело. Либо викторины. Вот вчера у нас были проведены викторины на тему пушкинских сказок, знания пушкинских сказок и так далее. Основную часть дня педагоги стараются с ребятами проводить на улице, на свежем воздухе. Ходят на спортивную площадку, в парк, во дворе школы играют в различные игры. Их для отдыхающих организуют вожатые. Девочки приходят каждый день, признаются, им интересно общаться с детьми. Мы с детьми играем в развлекательные игры, проводим вместе время, рассказываем сказки, иногда просят страшилки. Перед сном мы с ними договариваемся, чтобы они спокойно легли спать, а то бывает такое, что не унять просто. Они у нас любят, дарят нам резиночки всякие, они нам рисуют рисунки, мы это все сохраним, конечно. Ольга Благова учится в этой школе во 2 классе, посещает площадку ежегодно, рассказывает, что очень нравится. Оль, скажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь вообще здесь на детской площадке? Поделками, гуляем и просто что-то делаем, и нам это интересно. Рома Кокорин тоже ходит на площадку. Мальчик признается, что даже не ленится вставать рано утром в летние каникулы. С удовольствием бежит в школу и с нетерпением ждет новых развлечений и игр от вожатых. А еще мальчику очень нравится сончас. Потому что я отдыхаю, мне больше нравится отдыхать. Свое тело так отдыхает, и я больше сил и энергии набираюсь. Сегодня детскую площадку посещает 100 ребят. Работать она будет до 27 июня. Смен больше не будет. Большая часть детей после разъедется по отпускам. Многие дети отправятся в лагерь «Алмаз», который как раз откроется на днях. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутск начинают прибывать почетные гости и участники 3-го международного конкурса «Хомусист. Виртуоз мира». В аэропорту их встречает директор Центра и музея хомуса народов мира Дмитрий Бестинов. Среди первых гостей Лео Тадагава, председатель японской ассоциации Коукин Варган, исследователь, педагог, член Совета международного общества Варгана, член жюри предстоящего конкурса. Также прилетели участники Татарстана. Напомним, что конкурс стартует в столице 16 июня. Это станет уникальным событием культурного пространства международного значения.
Из холодного края с горячим центром под таким названием студенты якутской студии Щепкинского училища представили зрителям столицы республики первый класс-концерт. О том, какими навыками овладели воспитанники легендарной кузницы талантов, расскажет Саргалана Неустроева. Свой путь молодые артисты начинали здесь же, в Саха-академическом театре. 3 года назад щепкинцы даже не знали, что такое актерское мастерство, и неумело покоряли экзаменационную комиссию лишь одним талантом. Уже сегодня эти студенты демонстрируют якутскому зрителю и навыки владения сценической речью, и танцы, и вокал, и даже фехтование. Уровень, конечно, вырос у нас. Ну, не буду так особо говорить, но это уже чувствуется. До этого мы в первом курсе, ничего практически о себе не знали, о театре, о сцене. И вот сейчас уже чувствуем друг друга, работаем вместе слаженно как коллектив. И все же артист учится всю жизнь. Так говорит заместитель директора Саха-театра Анатолий Николаев. Впереди у ребят как минимум выпускная работа, которая уже по-настоящему поставит их умения на оценку опытных и именитых деятелей искусств. Хотелось бы, чтобы у них в программе был какой-нибудь спектакль именно музыкальный, чтобы показать, на что они способны. Это пластика, это музыкальность, это танцы. Хотелось бы, конечно. Если они возьмут ремесло актерское, и тогда они будут импровизировать и могут играть в любых спектаклях, любых направлениях. А школа, главное, чтобы у них была школа. А набраться опыта ребята смогут уже этим летом. Уже 15 июня щепкинцы отправятся в свой первый гастрольный тур, где они представят класс-концерт в Верхневилюйском, Горном, Хангаласском и Амгинском улусах, а также на Исахе Туймады в Якутске. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В республике завершился отбор участников 8-х спортивных игр народов Якутии. С начала текущего года проведено 23 квалификационных соревнования по 15 видам спорта, в которых участвовали более 3000 спортсменов из всех районов региона. Разыграно 873 личных и командных путевки. Лидерами по количеству завоеванных путевок стали сборные команды Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов, а также города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Напомню, спортивные игры народов республики пройдут с 4 по 9 июля в Барагонцах Усть-Алданского улуса. Участники будут состязаться по 16 видам спорта. Первый в республике смотр верховой езды среди конных клубов прошел на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета. Это мероприятие было приурочено к столетию Якутской АССР. Участие в смотре приняли 25 спортсменов и любителей от 14 до 35 лет. Они представили 3 конных клуба и якутский цирк. Соревнования прошли по 4 зачетам. Кавалетти манежная езда, а также на частоту и резвость до 60, до 80 и до 100 сантиметров. Кроме этого, вне зачета прошла показательная езда. В каждой программе определили победителей и призеров. Лучшие спортсмены получили призы, кубки, медали и дипломы. Также им вручили памятные нагрудные розетки для лошадей. В командном зачете одержал победу конный клуб «Импульс». Сегодня мы проводим первое масштабное мероприятие, которое идет в истории Якутии. Почему? Потому что таких раньше мероприятий не происходило. У нас всего подано, получается, 4 заявки. Это 3 конных клуба и 4-й – это государственный цирк Республики Саха-Якутия. У нас пройдут по несколько зачетов мероприятий. Вне зачета сейчас у нас идет показательная езда. Rainforest Challenge – это всемирно известная и одна из самых тяжелых в мире гонка в Малайзии. В России проводится с 2013 года в несколько этапов в разных регионах страны. В этом году республиканский этап состоялся в Алдане. С участниками познакомились наши корреспонденты. Необычного вида внедорожники, выстроенные на одной из центральных площадей города Алдана, безусловно, привлекли внимание прохожих и особенно детей. Именно с водной торжественной части был дан старт республиканскому этапу всемирно известной гонки Rainforest Challenge Russia 2022. Участвуют у нас автомобили из Якутска, из Нерюнгри, из Тынды. Ну и, конечно же, наши алданские ребята.
Всего 9 экипажей в 3 категориях. Формат RFC Russia – это несколько коротких, но очень насыщенных спецучастков с лимитом прохождения по времени 15 минут. Трассы прокладываются в тайге по глине и песку, по горным ручьям и рекам с большим перепадом высот и требуют от экипажа и внедорожника напряжения всех сил и возможностей. Вся трасса поддается немногим. Чтобы победить, зачастую приходится рисковать. Организаторы и алданские экипажи готовились к этой гонке 2 года. Во-первых, у нас уровень участников вырос, серьезно вырос. То есть мы, во-первых, нашу алданскую машину перестроили полностью. Мы занимались ей 4 года. То есть в 2018 году мы ее разобрали осенью. И вот она только в том виде, в котором как бы мы хотели ее увидеть, она у нас выехала в этом году. На этот раз в самой сложной категории R1 наибольшее количество баллов набрал экипаж из Якутска в составе Дмитрия Дмитриева и Вадима Герасимова. 2 других быстрее всего преодолели алданские оффроуд-спортсмены, братья Воеводины и экипаж в составе Михаила Грищенко и Молитвик Алексея соответственно. Победители этапов RFC Саха получают право представлять нашу страну на одном из самых сложных внедорожных соревнований планеты RFC Grand Final Малайзия, которая проводится соответственно в Малайзии и по праву считается чемпионатом мира по оффроуду. Руслан Павлов, Алдан. Что ж, такими были итоги дня сегодняшнего. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.